Письмо Сефевида Аббас-Шаха II казахскому хану Тауке. Августейшее письмо Тавакул-хану, сыну Джахангир-хана, правителю казахов. Отправлено в месяце Джумади Аллавал года 1072 из Исфахана. Обладателю султанской власти, величия, могущества, славы и милости. Тавакул-хану. Демонстрирующее взаимную дружбу и увеличивающее взаимную привязанность, письмо Вашего Величества, покровителя владычества и славы, защитника могущества и великолепия. Родителя пышности и власти, опора престола державности и триумфа, лучшего из потомков великого дома Чингисхана, пользующегося благосклонностью всемогущего Аллаха, получено. Это послание принесло благорасположение и удовлетворение в добрый час и счастливое время, когда святейшая особа царя царей находилась в здравии и благополучии. Сопутствуемая победой и удачей, приносящими славу, являющуюся примером для других государств. Учитывая благотворный характер и искреннее содержание этого письма, уведомляющего о непоколебимом следовании курсу дружбы и примирения и уповающего на ответное письмо государя и его доверие такого рода посланиям. Оно пролило хрустальный свет на чистое сердце государя и стало причиной повышения внимания со стороны его милосердной души. Вследствие этого, поскольку между двумя высокими странами была заложена основа дружеских отношений и открыт путь любви и дружбы, завеса недоверия и непонимания была поднята, и желания обеих высоких сторон отныне будут удовлетворяться по взаимному согласию. Признавая все высокие стремления и все честные намерения условием упорядочения дел и укрепления основ величия и великолепия, благоприятной звезды пышности и почитания, открыватель ворот взаимной переписки и корреспонденции выражает свое сокровенное желание, чтобы дружественные отношения уравновесили существующую цепь вооруженных столкновений и войн между сторонами, и внимание государя было обращено на их плоды. Дни султанской власти, величия, могущества и счастья. Письмо Сефевида Аббас-Шаха II Тауке хану представляет значительный интерес для понимания истории казахского ханства второй половины 17 века. Из него следует, что Тауке хан пришел к власти еще в середине 50-х годов 17 века, а не в 1680-е годы, как считалось ранее. Также данный источник показывает, что Тауке хан воспринимался правителями сефевидов как правитель суверенного государства, с ним устанавливались и поддерживались дипломатические контакты. Таким образом, подтверждается правильность вывода исследователей, что казахское ханство было полноправным субъектом международных отношений и имело дипломатические связи с рядом соседних государств.